Ал лук махагар тиян саманнык тиян саңалақ болан кәпси епси ырыллан доллох долар бұта-бұтахым. Аланхо, словно полноводная река Лена, на берегах которой расселились якуты, широк и масштабен величайший памятник якутского народного творчества эпос Аланхо. Героическое сказание, полное волшебства, разделяющее мироздание на верхние, срединные и нижние миры, уводит слушателей в перипетии героических подвигов древних баатуров и других диковинных персонажей. Весь этот волшебный мир оживает в воображении слушателей благодаря богатому и сочному языку, а также, несомненно, исполнительскому мастерству сказителя Аланхасута. Аланхо исполняется без музыкального сопровождения, монологи героев поются разными тембрами, остальное декламируется нараспев в быстром темпе, что называется эпическим пением. При этом сказитель меняет голос для каждого героя Аланхо, которых бывает до сотни. Чем лучше был исполнитель, тем богаче у него была палитра различных голосов. Сказитель держал в голове многие тысячи строк десятков Аланхо одновременно, виртуозно владел импровизацией и мог варьировать сказания уже в процессе. Артист театра Аланхо Валентин Исаков может сказывать Аланхо 3 часа подряд, но известно, что Аланхо в былые времена сказывались 2, а то и 3-4 дня кряду. Якутский народ имеет богатый фольклор, который он пронес с древних пор до сегодняшних лет. Из всего этого богатства самым величайшим, самым глубоким, самым крупным, как с поэтической точки зрения, так и с художественной, с глубоким содержанием является Аланхо. Если сказать кратко, то Аланхо — это героический эпос о подвигах богатырей, в котором прослеживается мировосприятие Саха, о происхождении земли и неба, отношения людей, культура народа, его сознание — все это объединено в Аланхо. Поэтому Аланхо называют энциклопедией народа Саха. А с другой стороны, можно сказать, что это гимн человеку. И так и говорят. То есть, кто есть человек, какого роду племени он? И на эти вопросы в Аланхо есть ответы, что мы — дети божеств Аи, с поводьями за спиной, дети солнечного рода. В Аланхо есть 3 мира — верхний, срединный и нижний. И есть понятие, что жители срединной земли были когда-то заселены божествами верхнего мира. Мифология и понимание мира, понятие о человеке — все это есть в Аланхо. В начале 20 века в каждом наследии насчитывались десятки ланхасутов. В одном только Татинском улусе, родине ланхасутов, было около 200 сказителей. В наше время признанными ланхасутами современности называют 2 сказителей: Дарью Томскую Чайку, представительницу северной манеры исполнения, и татинского ланхасута Петра Егоровича Решетникова, которых уже, к сожалению, ныне нет в живых. Мы, ученые, в одно время указали 3 вида аланхасутов. Один — это те, кто исполняет аланхо. Любой, кто прочитал из книги Аланхо или слышал запись, может исполнять его. Второй вид — это аланхасут, наследователь, то есть тот, кто исполняет аланхо, которое слышал в детстве и исполняет его. И третий вид — это ие аланхосут, которые имеют настоящий талант сочинительства, поют и сказывают в моментальной импровизации. Их отличие — возможность в любое время сочинить и спеть. Иными словами, передать свой текст устным путем. Такие люди были у нас до недавнего времени.
Несмотря на то, что с древнейших времен до наших было сочинено огромное количество сказаний Олонхо, зафиксированных на бумаге, задокументированных очень мало. Первым на бумагу было перенесено одно из самых известных и величайших Олонхо Нюргун-Батур Стремительный в 30-х годах основоположником якутской советской литературы Платоном Аюнским, которое он записал по памяти. Именно это Олонхо стало тем сказанием, которое впервые зазвучало на русском языке. «Осьмикрайняя, об 8 ободах, бурями обуянная, земля всего живущего мать, предназначенная обетованная, в отдаленных возникла веках, и оттуда сказание начинать, далеко, за дальним хребтом, давних незапамятных лет». Это первые строки Олонхо Нюргун-Батур Стремительный, переведенные выдающимся поэтом-переводчиком Владимиром Державиным. Олонхо в переводе было издано большим подарочным изданием в 1975 году. Словно река, Олонхо берет начало в стародавних временах, сохранившись в устах народа более 1000 лет, и продолжает не только звучать, но становится неисчерпаемым источником духовного богатства для новых поколений. 10 лет назад, 25 ноября 2005 года, Олонхо было провозглашено шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества в ЮНЕСКО. В республике началось народное движение по сохранению и популяризации Олонхо. День 25 ноября отмечается в Якутии как День Олонхо. В республике было объявлено десятилетие Олонхо и принята государственная целевая программа по сохранению, изучению и распространению Олонхо. В этом году десятилетний цикл завершается. За эти 10 лет выросли не только поколения юных олонхосутов, сказывающих Олонхо еще с 4 лет, но и красивейшие национальные сооружения и дома Олонхо в 11 улусах республики. Появилось педагогическое осмысление Олонхо как средство образования, воспитания детей и молодежи. Молодые люди, дети начали тянуться к Олонхо. К примеру, мы проводим фестиваль «Я – дитя земли Олонхо», в котором участвуют сотни детей. Для молодежи фестиваль «Мумха Олонхото». Для взрослых «Славься, наша великая Олонхо». Из года в год не имеет значения возраст людей, занимаются и повышают уровень исполнения длиннее по времени Олонхо. Некоторые могут исполнять по 4-5 часов подряд. Пиком народного движения в десятилетие Олонхо стали Ысыхи Олонхо, якутский национальный праздник Нового года, посвященный Олонхо. В том улусе, в котором проводится Ысых, идут активные поисковые работы, издаются в книгах записанные Олонхо и строятся национальные сооружения. Олонхо, как река вливается в устье, а затем в океан, Олонхо, пройдя сквозь 1000 лет, продолжает жить в устах народа. Kıla süyelek kiran barbıt evet ol barbıtın şöydü kaydan yüllän kırbıtaca ton seserge ulu buğatır tavuğunan uğa badaqtağı toğuta kehen barbıt evet onu xabullana jakini diye takki oksiyana ağısa taqta